Вифа, Мейдан, Чешмесе. Мейдан, ну, понятное дело, площадь, это главный фонтан на площади. Фонтанка этого района, который называется Вифа. И, понятное дело, османский период видно, и поздний, и ранний, но сзади это Восточный Рим, цистерны, то есть водохранилище. Это как раз-таки не подземное, хотя учитывая, что это, скорее всего, надземное водохранилище, из которых воду тоже также выпускали по воскресеньям. А здесь же, возле Чешме, собирались не только попить воды и набрать воду, как у нас в Чешме культура этих не просто колодцев, а именно Чешме. фонтанов. Да, культура фонтана. Да, мисхор козы, арзу коз и так далее. Это ходила набирать. Тут же по пятницам собирались и тоже обменились информацией. Но базируется это все на периоде Восточного Рима, то есть Византии, как мы это любим называть. В то время от VI века по XIII очень часто бывали эпидемии холеры, потому что эта вода застаивалась. Османское время, да, из-за этого ее закрывали. Османский период вода не застаивалась, застаянную воду раздавали, чтобы поливать, там коней даже не поили. Но после архитектора Синана этого типа цистерны, они, видно, строили, видно по очертаниям, и достраивали, может, какие-то фильтры, или она отстаивалась, или постоянный был проток. Да. Когда видишь вот это вот, года 70-е, 80-е, 90-е, а потом смотришь на эти высотки в Новой Европе, где Кёй, Трамптауэр, Астория и так далее, то поражаешься. Бизнес-центры, офисы, отели, квартиры. А вы почему там не арендуете отель? Там дорого? Во-первых, там дорого, во-вторых, проезд там очень шумно, там бывают конференции, поэтому там дорого, в зависимости от того, есть ли конференции или нет, значит цены. Поэтому в Стамбуле нет отельной динамики. Допустим, в Анталии ты можешь сказать, что в течение года прогнозировать, да, что вот столько будут стоить, и ты привозишь группу. А знаете, кто такой Хызыр? Мы же говорим Хыдырлес. Да. Хызыр Ильяс. А. Хызыр. Это женщина была. Да. Основательница хамамы, видишь, там старые хамамы. Да. Здесь что? Цифр нету? Есть? Да, есть. А лучше здесь что делать? Классика, это чья-то, она здесь уже чекищу и чекищу. А это, да, здесь обычно, да, только здесь? Ну как, они не очень-то, да, они живут, но в основном, может, Просто я даже смотрю, сейчас домашних сильно много людей. Домашних людей, как дома сидят. они сюда на работу приходят. Они очень ходят, они очень парятся на самом деле. А может, они наверху живут, а вниз спускаются на работу? Здесь могут быть служебные помещения, потому что в очень многих домах есть запрет проживания. Чисто как пост. Вот мужчины вот так сидят. Ceviz var. Gaspavon район Cevizli называется. Какая Тойота, да? Ручки боксера. Вот я тебе говорю, это даже это, жаль.
Хотел Кая. Кая. Tatlı. Фундук фалафель, ты слышишь? Еда буфет. Или еда буфет. Эда. Эда это имя. Еда. Я думал, там так намекают. Enişte nasılsın? Вот так полотенце висят. Смотри, не сидят, борются. Ну, пока голубки, и жгуники классненькие. А внизу френ, потому что наверху запрет проживания, ну кто-то там подживает. Понимаешь? Нет, не так. Ну там Сали пахнет. Это доходный Смотри, дом. какой, видишь? Хан тоже. Норман Хан, который вот с нейрокафе на Таксиме, он прям вычищенный, да, прям разрекламированный и так далее. Здесь вообще. А что Хотя это? Норман Хан – это место, где останавливались мелкие торговцы, проживали. Как караван-сарай, что ли? Да, Ханы – это маленький караван-сарай. Вот, можем зайти? Видишь? Это вот прям один в один. Смотрите. Вот в Бахчисарае что-то было похожее. Была синяя кофейня, она была вот похожая. Смотри, слушай, это вообще офигеть. Вот так оно было устроено, представляешь? А там и прямо сохранились эти комнатки? Здесь Вот что это? было, Ильзар? Ильзар, что здесь было? Вот смотри. Смотри, это была торговая площадь. Да, вот Всё и вот эта время. площадь была. Смотри, приезжаешь на торговлю, останавливаешься на Золотом Роге. Да. Тебе пока нужно разрекламировать свой товар. В Капало-Чарши у тебя нет места, у тебя нет знакомого. Что ты делаешь? И у тебя приправы, которые быстро портятся, то есть тебе их надо или где-то оставить, или быстро продать. И ты совершаешь сделку с хозяином такого хана, постоялый двор. Понимаешь, это был постоялый двор, где в этих вот депо оставляешь временно Как свой склады. товар, как склад. За ним присматривают. Одновременно ты можешь его продавать здесь, на этой площадке, потому что ты же заплатил хозяину. Ты можешь обменяться с тобой, например, Лена, которая там, допустим, у тебя шила, у меня мыло. Поменяли, шила на мыло, да? Это все здесь. Ты забираешь, не вывозя это Капало-Чарши, кто его знает какие. Мелкие оптовики ходят из хана в хан, из хана в хан. Но в основном в ханах бывают тематики. Поэтому здесь могли приправами торговать, допустим, чисто шафран, да? Или, я не знаю, чисто кардамон, чисто по-разному могли смешанные быть приправы. Но наверху проживали, наверху также некоторые путешествовали со своими женами или семьями, не так далеко. Привозили, да, здесь где-то кафе, не кафе. Здесь номера есть Обязательно. оставаться спать? Да, наверху были номера. А сюда конные обозы приезжали или это как это выглядело? Если в основном при Экипаж Золотом мог здесь Роге остаться? Или при Босфоре. При Босфоре это невозможно, но при Золотом Роге лодками плавали. Поэтому в основном этот товар был привозили с кораблей. И это были купцы, которые... Но в Анатолии, если взять Турцию, да, Невшир, Кония и так далее, у ханов они были также постоялыми дворами, их привязывали лошадей, небольшие эти караваны, но мелкие караваны так останавливались. Это то же самое, что караван-сарай, только в малой площади. Хан. Поэтому сейчас, когда смотришь ишханы, когда говорят, иш – это работа, рабочий хан, то есть рабочее место. И здесь же создавались рабочие места. Биржа труда, короче. Своего рода CIP Lodge в аэропортах. Только же здесь. Коворкинг, короче. Да. А здесь сейчас что вообще происходит? Мастерские Здесь какие-то? какие-то мастерские, это кому-то принадлежит. Ого. Сюда хотят ввести. Ага. Обычно здесь не бывает места. Просто все занято. Вот здесь вот сидишь,
подходишь сначала, заказываешь, подаешь свое имя, освобождается когда столик, подходит твоя очередь в списке. Вот здесь вот тебя вызывают. Чисто опять называют гермесовским этим. Куда хотите, можно туда. Хочешь? Не хочешь? Тройной? Там просто открывать эту дверь, замечательно. Hocam, merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizi gördük, daha iyi olduk. Karışık bir tane ortaya alalım. Oradan sonra kaşarlı... Старая, педышная. Tamam. Ayrıca da iki şalgam ve çay var. Чай. Çay. Bir çay, iki şalgam, bir çay. Yok. Bir karışık. Aynı işte 30 her şey aynı. 30'u daha kabartılmış şekilde. Все сидят, все так спокойно, потому что сюда, когда приходишь, тебе нужно реально быть терпеливым. И как-то были здесь туристы, мы сидим в ждем очереди со своими туристами. А это был юрист, там у нас поляк. И подходит мама с сыном, зашли сразу, в общем, заняли место. А парень с кассы говорит, нет, говорит, вызываю, говорит, пересядьте сюда, на турецком. Они не понимают, но поняли. Я думаю, не буду вмешиваться. Отошли, сидели. Он подошел, говорит, как вас зовут? Она, как так можно? Это же туристическое место, у вас такие хорошие пункты. На английском он начинает высказываться. А он говорит, развел руками и говорит, burası Türkiye. Burası, говорит. Ну, не просто, что это Турция. Он, может, понял, что она возмущается, что она должна ждать и так далее. Но местные это разрекламировали. И среди гидов это тоже стало очень популярно. Дома-колодцы. Нет, это дома-колодцы. Снаружи, да, это римский вид домов, называется инсула. Коммуна это нет? Коммуна. Не совсем. Коммуна это нет. Но как в Одессе. Отели строят. Отели строят по такому же принципу. И здесь деревья растут, да? Может быть пианино в отеле. Знаешь, вот здесь где-то ресепшн. Заходишь. И когда смотришь, комнаты выходят все. Поэтому у всех хорошее слышание, у всех никто никому как бы не особо мешает. Туалет общий на один этаж. И так детские такие эти. Коммуналки, это потом. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Türk iş bir de Osmanlı fırın. Anlıyor Dilaver çünkü Kırım'dan, Kırım Tatarız. Tamam. Kırım Türklerinden. Siz de bizdensiniz, biz de sizleriz. Öyle mi? Doğru. Kırım Türkleri de bizden, Tamam. biz de onlardanız. Sorun yok. Hoş geldiniz. İstanbul'a ilk kez mi geldiniz? Bir раз. Не, это получается третий раз. Üçüncü kez. Demek ki beğenmişler. Daha sormaya gerek yok. Demek ki beğenmişler. Biraz gülüyoruz. Siz kendiniz hamurunda yapıyorsunuz. Abi her şey burada oluyor. Un geliyor. Evet ve neyle mi? Abicim başım üstüne. Saygılar abicim. Видишь, они topят деревом. я Bu мне fırından помню. dünyada bir tane var. И такая печь, говорит, в мире Я одна. понял. 400 yıl önce bulunmuş bu sistem. Osmanlı sarayına ekmek yapılmış. Yani boğazına ekmek için tasarlanmış. Вообще это хлебный фран для хлеба. Bunun diğer fırınlardaki özelliği Таких этих печах. abi eyvallah abicim. Bu Я вас спрашиваю. Не, я. bu yes yes. Ты мне сколько лет? Ты чё? Yakmam. Bu tatlı bir sıcak. Çünkü öyleyim ya. Problem yok. Bunun özelliği diğer fırına getirme, tahta getirme. Orada kalsın. Diğer fırınlarda özelliği alev görmeden pişirmesi. Не говорю. Alev yok. İçeride alev yok. Да, нет, говорит, огня нет, Открытого огня пламени. нет. Isıyla pişiyor. Anladım. Alttan, üstten, yanlardan, buralarda boşluklar var. Alev buralarda dönüyor. Buna talaş Pламя fırını и deniliyor. Этот, в основном, ne deniliyor? Talaş fırını. Talaş. Talaş fırını. Yani eskiden samanla kuru yapılmış. 400 yıl önce bulunmuş. O çağın en modern çağı. Bir de bu fırın başka özellikleri de o çağın laboratuvarı. Katkı maddesi, bozuk gıda yanar. Pişmez. Если будет какой-то использовать, или использовать. Allah. Maşallah. Şöyle yapalım. Hareket. Bu ürün basit. Так, Дим.
Tamam. Элементарно. Gel. Ha. Gel. Tamam. Çıkarayım, İşte o. çıkarayım. Çıkarayım, tamam. Ver kamera. Usta işte şef. Bu nasıl alayım bunu? Tabii, yes buyurun. Tamam. Böyle bırakıyorsun. Bitti. Bu kadar. Sağ olun. Öyle. Ellerinize sağlık Rica usta ederim. valla. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Короче, этот уникальная печь. 400 лет, да, он сказал? 400 лет назад нашли эту технологию. Ну, не нашли, к этому, наверное, вернулись. Это, знаете, как тандыр. Он сказал, что это единственное в мире? Да, такого типа, из мрамора, потому что она мраморная. Teşekkür ederiz. Bir çay, evet. 2 şalgam birer çay. И там из-за того, что отапливали саманом, с навозом, видно, не пристало хлебу дотрагиваться. саманом была печь, саманные печи были. Да, но отапливали тоже, говорит, навозом. И не Навоз было это не этого. саман же? Саман это глина? Нет, саман это... Глина? Нет, это... А как это? Кизяк? Кизяк. Кизяком, значит. Не, саман. Он говорит, они саманные были, Саманы тоже были и есть. отапливали, говорит, этим кизиком. Да. И чтобы не было запаха. Şalgamlar kime veriyorum? Bir şalgam acılı mı? Aynı. Acılı ama normal bir acılı yani anormal bir acılık yok. Ну, если хочешь. 2 tane miydi şalgamımız? Evet, geliyor. Teşekkür Çayınıza ederiz. girin. Ты не хочешь попробовать? Не любишь? Он острый. Он такой не смотрит. Kırmızı havuçtan yapılıyor. Kırmızı havuçtan. Adana'dan geliyor. И у них вызревает. Milli içeceklerimizde. Хотя бы попробуй один глоточек. İstersen Попробуй. az bir şey getireyim. Az bir şey getireyim. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Он такой, но он классный. Вот мясо с ним очень классно. Да. Так, давайте. Дешечка. Sağ olun sen. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Allah'ım çok sağ olun. Çok güzel. Biri. Alay biri. Teşekkürler. Это очень вкусно. Вот прям. У тебя нравится? И самое главное, что быстро готовится. Ты видел, как вы бесит, когда здесь народу много. Я вчера еще думала, мы туда пойдем, там ждать будем. Вот это остренькое. А здесь получается сыр, помидоры. И суджук. Такая колбаса типа. Очень вкусно, очень. Вкусненькая, остренькая. Это вот очень вкусная вещь. Вырежешь. Что? Что? Чайный? Они здесь на этом Саша удял на камнях, что ли. Я так и не поняла, в чем дело. Ну, видишь, чай удял. Другой вкус. Я еще вчера насчет школы прочитала. Чай начал больше питься во времена тоже Сулеймана. Почему? Потому что кофейни запретили. И они тогда собирались пить чай оджа. Запретили же ненадолго. Неважно. Ну, как ненадолго, Сулейман 46 лет правил. А, он так и не разрешил потом? Но он это особо не разрешал в таких вот обычных кругах это делать. Что? Поэтому они все кофе знаешь как в Италии. В Италии кофе попало после Мальты. И в 1720-х годах, смотрите, кофе, когда придешь в Италию, приедете в Италию, например, спрашиваете кофе. Он говорит капучино, фраппе, латте, мачатте, там куча всего, эспрессо, но нет слова кофе. Нет слова хаве. То есть харухави, темаскави. Нет такого слова. Они не... Почему? Потому что в 1720-х годах кофе был запрещенным напитком. Церковь запретила. Считалось, что когда ты выпьешь кофе, в тебя вселяется дьявол. Ну, да. Энергия же прибавляется. Да. Неужели он так на людей действовал, что у них прям так чувствовалось? Ну, они неправильно питались. Они питались как попало.
Они пили из этих оловянных труб воду. Понимаешь? И тут берут кофе. Оно просто будоражило их, наверное. А здесь кофе нету, да? Где? Здесь. Здесь есть. Не, мы уже поедем, мы уже спешим. И там, получается, вместо этого придумали эспрессо, капучино. То есть все, что капуцины, причем это капуцины придумали капучино. Я такие очень места люблю. Единственное, что я не очень люблю, когда накурено. Здесь нельзя курить. Здесь запах курева есть, ты что? Они, может, сами курят? Ну да. Но вообще Вон сигареты запрещено. стоят, двое. Они Единственное, сами что курят. я вот не люблю, когда вот накурено. А вот так мне очень нравится это место. Знаешь, как раньше там сидели, видите, вот. И они на самом деле кофе пили. Кто кофе, кто чай, но в основном Я вижу, вот у них и сейчас с другой стороны вопрос кофе-чай подал сам по себе после стоимости одного и второго напитка. То есть цена. Цена тоже влияла на это. Из-за того, что Саунс. Уникальное место. 400 лет, это Махарона. Ну, найти очень сложно. Найти прям очень сложно. Не знаю, я в жизни бы ее не нашел. Вот в таком месте она находится, посмотрите. Вот. Развалины и вот такая вот дверь. Мы вообще подумали сначала, что она закрыта. Вот. Сбоку вот так посмотрели. Вот как вот можете. Вот сами скажите, с улицы вы поймете, что здесь что-то есть. Вот. Вообще непонятно. Поэтому вот такое интересное место. Называется он Тарихи Пиде Фурна, да? да, именно. Что такое? А, сау. Не знаю, наверное. Зайди, спроси, сколько килограмм мяса стоит. Кıyma 545 кушбашы. Это килограмм? Да. А что так дешево? Видишь, Полторы, а то мы 3000 смотрели. потому что ты где смотрел? В маркете. Кайма, то есть это... Фарш. А, ну фарш. А мякоть? Мякоть смешанная, кушбашы, не чистая. Не лахым, как у нас говорят. Смешанная такая, она будет 545. Они сами тебе мякоть дают. Но все равно видно, что мясо. Нет. Видно, что здешнее мясо, а не буйволы аргентинские. Смотри, кантар, знаешь, что такое? Кантар это... Весы. Ну, кантар это Кантар, какие весы? Смерки. Кантар. Кантар, да. С мерочкой вот эти вот граммовые, все такое. Кантар Джелат. Здесь производили под контролем государства вот эти весовые мерки. И их называют метрономы. Ну, хорошо. Не берут? Он просто слился с места. Bakıyor. Найди кота называется. Ой, не могу. И обычно эти мерки всегда были при церквях или при мечети. Да, я это говорила. И вот этот вот район чисто вот, видишь, даже здесь вот